В эфире программа «Пациент». Здравствуйте. Тема сегодняшнего выпуска – коронавирусная инфекция. Почти 4 года эта зараза держала весь мир в страхе. По данным ВОЗ, она унесла жизни более 3 миллионов человек. По информации Министерства здравоохранения Абхазии, в нашей стране жертвами пандемии стали 696 человек. Куда исчез COVID-19? Исчезли. Мы стали меньше болеть или меньше думать об этом? Сегодня заболеваемость в разы меньше. Фокус внимания сместился на углубленную диспансеризацию, свидетельствуют медики. Маски сброшены, ограничения сняты, но коронавирус все еще считается самым коварным ОРЗ. Сколько человек сегодня в Абхазии болеют ковидом? Какие меры необходимо принять при первых симптомах? На что нужно обращать внимание тем, кто перенес эту коварную вирусную инфекцию? Обо всем подробно. COVID-19 окрестили самым медийным вирусом в истории человечества. И весьма заслуженно, ведь в течение нескольких лет он был новостью номер 1 на всех информационных площадках. Но за последний год ситуация сильно изменилась. Число заболевших заметно сократилось. Все ограничения сняты. Одним словом, пандемия осталась в прошлом. Означает ли это, что ковида больше нет? Эксперты отмечают, вирус никуда не ушел. Он остался с нами навсегда. Ковид есть. Он остается на том же уровне штамма омикрон. То есть это штамм с достаточно высокой заразностью, но значительно пониженной по сравнению с тем, что было до него, агрессивностью. То есть люди болеют, но болеют в основном легко, преимущественно, не все. Где-то 90% людей переносят это заболевание сейчас легко, на уровне амбулаторного ОРЗ или гриппа. В связи с этим далеко не все обращаются за медицинской помощью, и далеко не все делают анализы. Вы же знаете, у нас, если человек даже приболел, да, там 37,2, 37,3 температура, простудные какие-то ощущения, то человек радостно идет на работу, в магазин, на рынок и так далее. То есть все забыли про меры предосторожности. И вот здесь, при таком легком течении ковида, то, что эти люди становятся разносчиками заболевания. Заразность у ковида все-таки остается очень высокой. Несмотря на то, что омикрон ослаб, подцепить его очень легко. Врачи рекомендуют не игнорировать симптомы заболевания. Если человек заболел, ему необходимо изолироваться, чтобы не быть разносчиком инфекции. Сам пациент может переносить болезнь легко и обходиться без медицинской помощи. Но в случае несоблюдения рекомендации он подвергает опасности жизни людей, которые находятся в зоне риска. Это пожилые люди или те, у которых есть различные сердечно-сосудистые или эндокринные заболевания. И тем не менее, за март месяц у нас положительных 186 человек. Вот у меня данные за 30 марта. У нас 9 положительных за сутки, из них 5 это Сухум и Сухумский район, и 4 человека это Ачимчирский район. И примерно на вот таких цифрах у нас весь месяц. Было максимальное количество заболевших в течение, точнее выявленных в течение одного дня, это вот 23 числа 15 человек. Марта, да. И 21 14 человек. В остальном где-то вот 9, 7, 10, 8. Но это выявляется ежедневно. Поэтому и могу сказать, что заболевание никуда не делось. Во времена пандемии у инфекционной больницы стояла огромная очередь. Людей, желающих сдать ПЦР-тесты, было очень много. Сегодня здесь пусто. По словам главврача больницы, сейчас обращаются к ним не так много, как раньше. Но и тем не менее, каждый день сюда приходит по несколько человек. ПЦР-тестирование с ковидных времен здесь проводится постоянно. Обращаемость, наверное, в районе 20 человек, где-то, в этом районе 20-30 человек в день, это которые обращаются для тестирования. Вот. Это вот к нам в больницу. А вообще по Абхазии где-то в районе 50 человек в день, в сутки обращаются
для тестирования, и из них около 10-15 человек положительных, ковид-положительных выявляется ежедневно. Вот. Мы их в стационар не ложим, не укладываем, мы их какой механизм? Берем ПЦР-тест, отправляем в санэпидстанцию, там вот положительные, ковид-положительные больные автоматически санэпидстанция информирует поликлиники. Вот, и ставят на учет в поликлинике. Доктора поликлиники, если посчитают нужным, на госпитализацию направляют в ГУДАУ. Если не нужна госпитализация, но нужны какие-то манипуляции, тогда отправляют к нам. У нас есть ковид-кабинет, где мы проводим инфузию, там капельницы и все остальные манипуляции, не укладывая, не стационируя больного. Эксперты объясняют уменьшение заболевших тем, что ослаб сам вирус, и это его естественный цикл. По мере своей эволюции, притирки к человеку, вирус стал более заразным, но при этом менее опасным. Плюс ко всему искусственная и естественная иммунизация населения привели к тому, что вирусная инфекция стала обычным заболеванием. Конечно же, если протестировать большое количество народонаселения, не 10-15 человек положительных у нас будет их гораздо больше. Но вирус ослаб, таких вот пневмоний, как раньше были, такой не вызывает, потому что многие привились, была иммунизация, и последняя волна, когда был омикрон, он практически охватил практически все население. Считайте, что это тоже иммунизация. Поэтому они относительно легко переносят, большее количество больных переносят легче, чем раньше. И поэтому как-то мы его не видим практически. Но единицы, которые вот тяжело переносят, единицы мы их госпитализируем в госпиталь ГУДАУский. Вот. Многие вообще бессимптомно проходят, как грипп обычный, да, вот там несколько дней температуры, и все, и на этом все прекращается. По информации главврача санэпидстанции, на сегодняшний день по числу зараженных коронавирусной инфекцией на первом месте находятся Сухум и Сухумский район, на втором – Очимчирский и на третьем – Гагарский район. К большому сожалению, в период с ноября по март была зафиксирована смерть одного человека в возрасте 70 лет, который скончался от последствий ковида. Стоит отметить, что у коронавируса нет сезонности, что не характерно для воздушно-капельных инфекций. Им можно заболеть как зимой, так и летом. Специалисты отмечают рост числа заболеваемости после праздников. Мы наблюдаем увеличение числа заболевших после праздников. Вот после новогодних праздников у нас пошел подъем, потом чуть-чуть на спад пошло. 8 марта, вот тоже. Мы сейчас заканчиваем волну, связанную с 8 марта. Слава богу, эти волны не такие масштабные, потому что много людей уже имеют иммунитет. Кто-то прививался, кто-то по несколько раз переболел. Хотя иммунитет и не стойкий, но тем не менее какой-то все же остается. И заболевают не так часто и не так массово, как это было в предыдущие годы. Но тем не менее, мы сейчас уже в связи с тем, что вот так изменился до легкого течения, да, до омикрона, не настаиваем на прививках. То есть прививка от конкретно этого вируса, как выяснилось, дать иммунитет, который позволит не заболеть, не может в связи с тем, что он очень быстро мутирует. От уханьского штамма до британского, затем до индийского. Ну, я не называю по-научному, называю так, как люди называют, да, и уже заканчивая вот омикроном. Но меры предосторожности, которые позволили бы человеку не заразиться, которые, собственно, человеку ничего не стоят, все-таки я бы очень рекомендовала выдерживать. Это и социальная дистанция, не менее чем 1,5 метра. Это и частое мытье рук и обработка рук. Это и, скажем так, не избегать, но поменьше находиться в каких-то местах, где очень много людей в закрытом помещении. То есть это те меры, которые человеку ничего не стоят, но которые способны его защитить. И да, по-прежнему, если заболевают дети, мы накладываем карантинные мероприятия на классы или на группы в детском саду. Да, у нас есть
Заболевшие детки. Сейчас в инфекционном отделении Гудаутской больницы перманентно находятся 4-5 человек, пациенты, которые переносят болезнь тяжело. Как правило, это люди пожилого возраста с сопутствующими заболеваниями. Нужно сказать, что сотрудники этой больницы, как и все абхазские врачи в пандемию, прошли, как говорится, огонь, воду и медные трубы. Многие из тех, кто здесь дежурил в тот период, несколько раз на ногах переносили болезнь. Когда появился вирус, никто не знал, как его лечить, но абхазские медики проявили мужество, преданность профессии и профессионализм, и благодаря им многие пациенты остались живы. По-прежнему, чтобы попасть в красную зону, необходимо защитить себя специальными средствами, не такими жесткими, как раньше, но и тем не менее. По словам заведующей инфекционным отделением Гудаутской больницы Миланы Бения, еще с ковидных времен не было такого времени, чтобы отделение пустовало. И сегодня здесь лечатся 4. У них свои хронические заболевания, это кардиологические больные с сахарным диабетом, и у них появились первые признаки ОРВИ. Когда сделали тесты, и оказалось, что они ковид-положительные. В связи с этим всем анамнезом их прислали к нам для дальнейшего лечения и наблюдения. Они лежат уже, как правило, у нас больше недели. Мы их будем отпускать только с положительной динамикой и когда тест суточный станет отрицательным. Почему такая тактика действия? Потому что даже если тест будет положительный, симптомы не будут у них и анализы будут стабильны, это делается в целях безопасности, потому что по всей Абхазии только здесь ковидное отделение, и в других отделениях их не примут. И мы делаем для того, чтобы не усложнять им жизнь, потому что у них свои хронические заболевания есть, и они могли обратиться в любое амбулаторное звено стационарное, чтобы они могли им оказать нужную помощь по их хроническим заболеваниям. А какая вот схема лечения применяется к ним на сегодняшний день? Схема лечения, конечно же, изменилась. Это благодаря тому, что коронавирус за последние 1,5 года идет штамм омикрон. И его подтипы, они меняются, и течение болезни становится не таким агрессивным, и мы симптоматически их лечим. То есть если мы раньше применяли большие дозировки гормонов, антибиотиков, сейчас такого нету. Мы их симптоматически лечим и применяем противовирусные кроверазжижающие препараты. А уже дальше, после исследования компьютерной томографии, если есть какие-то проценты поражения, анализы у них меняются, присоединяется бактериальная инфекция, мы своевременно принимаем нужное лечение. Какие условия вы здесь создали для пациентов, помимо лечения? Чувствуют ли они, мы постараемся, конечно, с ними пообщаться, если они согласятся, но чувствуют ли они себя здесь комфортно? Конечно, в больнице никто себя никогда не чувствует, но и тем не менее. Больных в первую очередь это устраивает то, что здесь есть еда, трехразовое питание, потому что здесь лежат люди с разных городов, с Скворчелиса, Чимчиры, прислать им еду и какие-то лекарства, естественно, это невозможно, это происходит очень редко. У нас трехразовое питание, у нас есть все условия для того, чтобы им было комфортно с гигиенической стороны. Лекарства у нас все есть, у нас есть лаборатория, компьютерная томография, экспресс-тесты. В данном случае, чтобы больного стабилизировать и дальнейшая тактика была положительной, у нас есть все. Мы посетили палаты отделения, пообщались с пациентами. 2 согласились дать нам интервью. Они на стадии выписки, чувствуют себя хорошо и находятся в приподнятом настроении. Честно говоря, за все время вообще не болел. За все время. А так, пока то в больницу пошел, туда-сюда, не знаю как. Там поймал. Сейчас как вы себя чувствуете? Неплохо. Так, нормальные люди все попались. Какое здесь внимание вам оказывается? Какие условия здесь вам созданы? Везде нормальные условия.
Вы должны будете, допустим, периодически сдавать кровь, чтобы не было скучения, да? Ну, как я понимаю, я не врач, но вы будете все это делать? Ну, наверное, постараюсь, они заставят, наверное, лучше пускай заставлять будут. Почему? Это же ваша жизнь. Кто-то почему вас Во-первых, мучает? я, вот честно говоря, ходил, даже не знал, что у меня инфаркт был вообще. Это уже просто дочка на сына, пойдем проверимся просто, говорит. И пошли, когда там тест положительный оказался, ну, это кровь. Это вот и все варианты. Вообще, человек, когда работает, в год один раз должен отдыхать, ездить куда-то на отдых. Вы ездили? Никогда в жизни не ездил. Почему? Ну, не знаю почему. Мы так как-то воспитаны. Эсэх цэцгэж дараагийн дэрнэ саамага. Суудагчиг эсэх насайм хэрэгчгсэки. Уямштэх нашди иqli хавзавазар давление кай. Да, 88 кай. И саму сидру врач шуруп сидру. Хаким Шердер, нас ковид, оп, хашпай был. Шиз базар, аштезри, аксихуше сохотсам. Анчеха. Ну и сиздрум, хасымым, басымым, камзексимэцым. А рафиш парбой у нас и Хаким Шахалап Шрасифер той. Ара, Дарья, Бзио, молодцы, все молодые, работают, бегают, так отлично. А куржую отзывам. Стоит отметить, что для лечения ковидных больных в больнице созданы хорошие условия. Функционирует укомплектованная лаборатория, где делают все виды анализов. Конечно, усовершенствовать лабораторию им пришлось по ходу пандемии, зато сейчас все анализы они делают на месте. В данное время у нас очень хорошо все налажено. И тогда мы, конечно, наладили быстро, благодаря помощи Минздрава, администрации, ведущих специалистов. Наладили, но все равно у нас тогда не было этой аппаратуры. А сейчас мы имеем эту аппаратуру. Дидимер мы делаем уже у себя на месте. Биохимические анализы все делаем здесь у себя. Гемоанализатором мы делаем все, что вот необходимо для обследования ковидных больных и таких соматических больных и всех остальных, мы можем делать все у себя. И не так просто, как это дедовским методом, как мы раньше работали вручную, там реактивы готовили. Это нет. Сейчас у нас автоматизированный, видите, биохимический анализатор. Точно так же у нас гемоанализатор есть, тоже автоматически. Наши анализы идут на уровне. Вот бывает такое, что я уж сейчас хочу похвалить своих сотрудников. Бывает такое, что мы посылаем больных в Россию. Наши анализы совпадают с теми анализами, которые делают там. Нам очень приятно, когда больной говорит: вы знаете, ваши анализы совпали с российскими. Главный санитарный врач Гудаутского района Инга Джанба, которая всю пандемию и сейчас тесно работает с больницей, предупреждает заболевших не относиться к этому беспечно. Даже при легком течении болезни стоит обратиться к специалисту. Спрогнозировать, как человек может перенести ковид, невозможно, ведь этот вирус непредсказуем. С 1 января по 31 марта текущего года у нас 33 случая заболеваемости ковидом. У нас идет регистрация по республике, именно те, которые попадают в наш госпиталь. Легкое течение сейчас, но легкое оно более опасно тем, потому что степень распространения увеличивается, уже люди начинают меньше обращаться в медицинское учреждение, и они, значит, больше заразность из разные периоды, это увеличивается. И, конечно, это опасно тем, что люди домой приносят, и они, значит, там есть люди разных возрастных категорий. Естественно, пожилые, это уже с многими сопутствующими заболеваниями, они переносят это намного тяжелее. Вот. Из 33, которые были госпитализированы, 5 человек, это с Гудаутского района. Остальные это Очамчира, Сухум,
города. Вы знаете, сейчас клиника очень стушевывается. ОРЗ, ОРВИ, да, грипп, и оно протекает иногда как вот ковид. Ковид практически как ОРЗ. Ну, разговариваем, мы тоже вот общаемся со своими коллегами, но уже он перейдет как сезонное заболевание. Опять-таки, это связано с тем, что чем легче протекает, тем, как бы легко не протекал, он свои осложнения оставляет. Вот. И поэтому своевременное обращение нужно. Но у нас есть экспресс-методики теста, знаете, экспресс. Экспрессы тоже ставим и по выявляемости уже, значит, классический ПЦР-тест параллельно отвозится это в ПЦР-лабораторию в Сухуми. Коронавирусная инфекция чревата не только тяжелой формой, но и длительным реабилитационным периодом. Те, кто перенес болезнь в тяжелой форме, имеют так называемый постковидный синдром, и вернуться к обычной активной жизни им удается не сразу. Медики отмечают, что даже у тех, кто легко или бессимптомно перенес коронавирусную болезнь, может наблюдаться постковидный синдром или так называемый длительный ковид. Но для того, чтобы понять, это постковидный синдром или какое-то проявление другого заболевания, тоже вполне может быть, потому что пациенты были соматически отягощены чаще всего. Поэтому есть ряд анализов, которые мы используем для того, чтобы дифференцировать постковидный синдром или другие заболевания. Но мы говорим так, когда мы исключили все остальное, нам остается только менять на постковидный синдром. Чаще всего мы используем анализ, это общеклинические исследования, это общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимические анализы, С-реактивный белок, ферритин, и также проблемы с коагулопатией мы исследуем, то есть это коагулограмма плюс дедимер, то, что мы чаще всего используем. Ну, а с какой периодичностью, вот, допустим, раз в год, если пациент будет обследоваться, этого будет достаточно? Ну, вообще, знаете как, ну, это сейчас вот после ковида наши люди начали там обследоваться, это замечательно, потому что в постковидном периоде, даже, может быть, это не постковидный синдром, а другое заболевание, они очень прислушиваются к своему самочувствию и обследуются. Часто мы выявляли онкологические заболевания, которые ранее они, может быть, и не обратили внимания на такую микросимптоматику, но благодаря ковиду он их напугал, и они обследовались и нашли онкологические заболевания на ранних стадиях. И этих пациентов с удовольствием вылечили, и у них нет никаких последствий. Еще знаете, что я хотела сказать? Очень часто бывают неврологические расстройства, на что пациенты жалуются, на снижение памяти, то есть реально не забывают, куда что положил, кому что сказал. То есть это идет длительный восстановительный период. Вроде бы мы делаем МРТ, мы делали пациентам и компьютерную томографию головного мозга, и МРТ головного мозга для того, чтобы исключить органическую патологию, при том, что у них и проявления были как постинсультные изменения, но они нивелировались, то есть органических поражений головного мозга мы на МРТ и на КТ не находили. Но пациенты чувствовали себя плохо, когнитивные нарушения были некоторого рода, и плюс еще были неврологические последствия. Какой совет? То есть надо прислушиваться к своему организму, и если доктор сказал, что нужно обследоваться там раз в 3 месяца, то делать те исследования, которые доктор указывает, потому что ковид повлиял на многие органы системы, в зависимости от того, какой орган больше пострадал. Но в любом случае наши пациенты, даже уже после ковида, сейчас у нас есть опять ковид, но это легко протекающее заболевание, без тяжелых, к счастью, последствий, но все пациенты говорят, а мне дедимер сдать, а мне С-реактивный белок, то есть он напугал, и в этом есть благо, потому что мы чаще прислушиваемся к себе и обследуемся. Знаете как, особенно которые тяжело перенесли, у кого вот была пневмония тяжелая, есть же люди, которые со 100% поражением легких, ну и поменьше, как бы им, конечно, нежелательно не заболевать ни ковидом, да и вообще обычными вирусными заболеваниями тоже нежелательно, потому что повреждение легких уже есть какое-то. И у нас вот во время сейчас гриппа, вот зимний сезон, когда у нас был грипп, эпидемия гриппа, наши же больные, которые у нас лечились от ковида, которые тяжело переносили, они тоже были госпитализированы, и этот грипп они очень тяжело перенесли, некоторые из них. Поэтому, во-первых, во время этих эпидемий, конечно, надо и маску носить, и, насколько это возможно, как-то какую-то профилактику проводить. А на что обращать внимание? Больше всего, наверное, тромботические осложнения вот, в виде тромбозов, тромбоэмболии. Поэтому
так называемая коагулограмма, свертывая мазь крови, вот за этим следить, наверное, больше всего. Потому что у нас, да и не только у нас, и во всем мире есть эта статистика, молодые люди даже, к сожалению, у нас тоже вот в разных наших учреждениях вот после ковида вот молодые люди есть, которые погибли внезапно, есть у кого развились инфаркты, у молодых людей вот даже, наверное, вот 20-25 лет до 30 лет вот такие вот молодые люди погибли у нас в нескольких учреждениях. Вот от таких тромботических осложнений. То есть это все последствия ковида? Ну, предполагаем, что да, это последствия ковида, потому что на фоне полного здоровья, никаких как бы проблем с сердечно-сосудистой системой, вроде бы как, и вот тут вот внезапные вот такие вот проявления. Симптоматика постковида у каждого разная, и список признаков только увеличивается. Предугадать наличие определенного симптома невозможно, как и спрогнозировать, когда пациент вернется к нормальной жизни. По данным британских ученых, каждый 5-й человек наблюдает у себя постковидный синдром в течение 5 недель, каждый 10-й до 12 недель. Кстати, врачи отмечают, что изменилась и симптоматика последствий коронавируса. Если раньше ковид давал осложнения на легкие, то теперь вирусная пневмония – редкость. В основном в больницу обращаются пациенты с декомпенсацией по сердечно-сосудистым патологиям. Вот если говорить о постковидном синдроме в этом периоде, обращаются больные прежде всего это с артериальной гипертензией, то есть с повышением уровня давления. И второе это с ишемическими осложнениями, то есть это приступы ишемической болезни сердца, приступы стенокардии. И уже осложненные тромбозы, тромбоэмболиты, инфаркты и тромбоэмболические осложнения в виде инсультов, инфарктов. Больные чаще стали обращаться молодого возраста. Средний возраст молодой – это 35 лет, когда впервые выявляются такие осложнения, чего мы раньше не обнаруживали и не выявляли. И прежде всего они недооценивают тяжесть состояния своего, клинические проявления. Они как-то думают, повысилось давление, пройдет. Это носит такой вот затяжной, сложный характер. Обращать надо внимание на скрининг проводить. Обязательно всем, кто перенес ковидную инфекцию, нужно проходить сдачу определенных анализов. Вот те, кто в легкой форме незаметной для себя перенесли неосложненное течение, то есть я имею в виду без пневмонии, они тоже обращаются. И период этот отсроченный получается примерно год, даже 2 года. У тех больных, у которых есть хроническая проблема сердечно-сосудистая, желательно раз в 3 месяца проверять на фоне приема, приверженности, то есть постоянного приема медикаментозной терапии. Это обязательный процесс сдачи анализов. У тех, у кого это проявление впервые выявилось, то это раз в полгода-год. Это уже по согласованию с лечащим врачом. Пожелание такое, наверное, каждому, вне зависимости от возраста, но кто уже перенес такую коронавирусную инфекцию, прислушиваться к своему организму, обращать внимание на какие-то первые звоночки, то есть если поднялось давление, заболела голова, то это лишний раз говорит о том, что нужно обратиться к врачу и провести определенные анализы. Те больные, которые страдают, это возрастная категория больных уже проблемами кардиологического характера, им в обязательном порядке должна быть приверженность к той терапии, которую они принимают. Не бросать, не запускать регулярный прием препаратов и физическая дозированная нагрузка. Медики говорят, главный рецепт быстрой реабилитации после ковида – заботиться о себе, вести здоровый образ жизни, прислушиваться к своему организму и, конечно же, всегда быть на связи со своим доктором. Знаю, что для многих тема ковида неприятна и уже набила оскомину за последние годы. Но наша задача не напугать вас, а еще раз напомнить о коварности вируса. Берегите себя и своих близких, а я прощаюсь с вами. До новых встреч!